Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydur. Часть кровли святой Каабы была подарена Кыргызстану в центральной мечети имама Серахси в Бишкеке. В церемонии приняли участие исполняющий обязанности муфтия Кыргызстана Джурубай Аджи Шергазиев, посол Турции в Кыргызстане Ахмед Садык Доган, советник по делам религии Мурсел Остурк, депутаты Айбек Осмонов, Шайлобек Атазов и филантроп-благотворитель из Турции Ибрагим Четин. Материал, покрывающий крышу Каабы, был передан в дар главной мечети. Пророк, мир ему и благословение, сказал: «Делайте друг другу дары, чтобы ваша любовь возрастала. Так что давайте всегда проявлять взаимное уважение и укреплять нашу дружбу. Пусть отношения между двумя странами и дальше улучшаются. Если Бог даст, этот дар состоится на видном месте в нашей мечети, и наши граждане смогут его увидеть», сказал Джурубай Шергазиев. Остальные участники выразили благодарность и подчеркнули важность этого мероприятия. Часть материала, покрывающей крышу Каабы, которую турецкий филантроп Ибрагим Четин привез в Кыргызстан, была передана в дар центральной мечети Бишкека имама Серахси. Посол Турции в Кыргызстане Ахмед Садык Доган представил часть покрытия Каабы, исполняющей обязанности муфтию Кыргызстана Шергазиеву, для размещения в центральной мечети имама Серахси в Бишкеке. Открывая церемонию, посол отметил, что мы собрались в центральной мечети имама Серахси, которая является самым красивым подарком Турции Кыргызстану. Турецкий меценат, филантроп Ибрагим Четин поделился информацией о том, что покрытие Каабы весит 670 килограммов, примерно 10 метров в длину и 13 метров в ширину. Как группа друзей мы решили ежегодно ездить в страны Центральной Азии. Мы ездили в Азербайджан и Узбекистан. В этом году нашим намерением было посетить Кыргызстан. Мы привезли вам часть покрытия Каабы. Я учился сам в Мекке. Кисва – это традиционное покрывало Каабы из черного шелка с узором золотыми нитями, которое меняется один раз в год – 9-10 числа 12-го исламского месяца Зуль-Хиджа во время хаджа. Длина полотна составляет 41 метр, в верхней части ширина полотна 95 сантиметров, длина 47 метров. Верхняя часть кисвы украшена золотым шитьем, воспроизводящим аят Корана. Воистину, первым домом, который был воздвигнут для людей, является тот, который находится в Мекке. Он был воздвигнут как благословение и руководство для миров. Сура Имран, 96-й аят. Порядка 200 лучших мастеров и администраторов из числа граждан Королевства Саудовская Аравия, только мужчины, прошедших специальное обучение, задействованы в изготовлении новой кисвы. Сама подготовка нового покрытия Каабы контролируется руководством государства, в том числе проходит под чутким контролем председателя Генерального президентства по делам двух святых мечетей шейха доктора Абдул-Рахмана Аль-Судаиса. Кисва состоит из 5 кусков ткани, 4 из которых покрывают стороны Каабы, а 5-я – занавес двери. Все части сшиты между собой в одно целое. Кисва украшена надписями, вышитыми из нитей, которые являются отрывками из текста священного Корана. По оценкам экспертов, примерная стоимость кисвы в 2020 году составила около 5 миллионов 900 тысяч долларов. При пророке Мухаммеде, мир ему и благословение Всевышнего, кисва изготовлялась в Йемене. Однако уже при халифе Умаре I кисву стали изготовлять в Египте. При халифе Мамуне кисва менялась 3 раза в год. Аль-Мутавакиль посылал новую кисву через каждые 2 месяца. В течение нескольких столетий до 1927 года покрывало для Каабы присылали в Мекку из Египта. Однако затем указом первого саудовского короля Абдалязиза ибн Сауда была основана особая ткаческая фабрика – кисва для изготовления покрывала Каабы.
Эта фабрика изготавливает 2 покрывала в год, одно из которых является запасным. Старую кисву снимают, и она поступает в распоряжение хранителей Каабы и шарифа Мекки. Это большая гордость для нас. Мы благодарим тех, кто принес нам такой драгоценный подарок. Депутат Шайлубек Атазов, выразивший свою признательность турецким гостям в Кыргызстане, продолжил: мы рады принять в подарок часть покрытия Каабы в центральной мечети Бишкека имама Серахси, которая была построена Турцией и подарена Кыргызстану. Это величайший подарок мусульманам нашей страны. Пусть наша дружба будет вечной. Посол Турции в Кыргызстане Ахмед Садык Доган в интервью журналистам отметил после церемонии: сегодня очень особенный, ценный и приятный день. Это как праздник для нас. В Турции покрытие Каабы есть не во всех мечетях. Мы передаем это покрытие Каабы Кыргызстану, нашим братьям, так как мы едины в наших традициях, религии и языке. Бұл Меккедегі Каабаның жабылжу кездемесі бұл Түркиядағы әрбір мешітте жоқ сейрек кездесуші бір белек. Ошондуктан бұл белектің мешітке алып келиниши Кыргызстандағы бардык жарандарға, мусулмандарға жана Түркиядағы биздин боордошторго дагы бардыгына бир майрам күндө эсептейбиз. Эмне себептен бұл белек бұл жака берилип атат деп ойлойсуңар? Birinciden. Dinimiz, töremiz, örfümüz bir. Себеби биздин бардыгыбыздын динибиз, тилибиз, үрп-адат, маданиятыбыз bir. Экинчиден. Kırgızistan bizim kardeşimiz. Экинчиден, Кыргызстан биздин бир тууган боордош өлкөбүз. Üçüncüden. Türkiye, Kırgızistan, Türk ve Kırgız halkları et ve tırnak gibi. Üçüncüden, Kırgızistan jana Türkiye elleri et menen tırmak sıyактуу. Birbirimizin elini tutacağız. Birbirimizin kolubuzdu bekem karmayız. Birbirimize iyi günde de kötü günde de beraber olacağız. Dayanışma içinde olacağız. Birbirimiz menen жакшы күндө да, жаман күндө да ар дайым бирге болобуз. Biz Müslümanlar ve Türk dünyası Biz Müslümanlar jana Türk dünyası katарын ancak örfümüze, adetimize, dilimize, dinimize sahip çıktıkça ayakta kalabiliriz. Тилибизге, динибизге, үрп-адат, маданиятыбызга ээ болгон учурда гана, ошону бекем карманганда гана биз бул дүйнөдө өз путубузда тура алабыз. Bunu hiç unutmayalım. Буну эч качан унутпайлы. Allah Kırgızistan'a, Kırgızistan halkına, tüm Müslümanlara esenlik, sağlık versin. Жараткан Алла Кыргызстанга, Кыргызстан мусулмандарына, бардык адамзатка тынчтык жана аманчылык берсин. Teşekkür ediyorum. Чоң рахмат. Türk elinden bizge жақсы bir белек берилип жатат. Бул болсо дагы биздин кыбылабыз болгон Каабаны жабып турган, жабылганын bir бөлүкчөсү бизге белек кылынып атат. Бул болсо да биз белекти аябай жакшы кубаныч менен кабыл алдык. Алла Таала берекелерин берген болсун. Мына ушул белекти бизге берген ошо Түркия мамлекетине, анын элине себепчи болгондорго бардыгына биз ыраазычылыкты билдиребиз. Мына ушундай пайгамбарыбыздын дагы жакшы бир сүннөтү терилип атат. Бул болсо дагы бири-бириңерге белектерди бергиле, жүрөгүңөр жакын болот, ортоңордо достук, ынтымак, биримдик болот деп пайгамбарыбыз айтып кеткен. Мына чындыгында биздин Түрк эли менен бир тууганбыз, боордошбуз, мамилелерибиз бекем. Мындан ары дагы эки өлкөнүн ортосунда мамилелер, кызматташуулар өнүгүп өсүп, ошо бир туугандык мамилелер дагы бекемделе берсин деген үмүттөбүз. Акырында биз мына ошо белек бергендерге ыраазычылыгыбызды билдиребиз. В Центре изучения турецкого языка в Бишкеке состоялась церемония вручения сертификатов посетителям, окончившим курсы изучения турецкого языка на протяжении 2 месяцев. Документы об окончании курса вручили чрезвычайный полномочный посол Турецкой Республики в Кыргызстане Ахмед Садык Доган, советник по образованию посольства Турции Харун Карджи, директор центра Ахмед Гёзубол и преподаватели. Сертификаты были вручены слушателям 4-го квартала Бишкек-Төмер 2020-2021 годов. Посол обратил внимание на значение и важность турецкого языка, вручив сертификаты, и пожелал слушателям успехов. Төмер – крупнейший центр обучения языкам в Кыргызстане и Азии. На данный момент до сегодняшнего дня он выпустил 34 583 человека.
В связи с пандемией возник большой спрос на курсы, где меры гигиены и защиты применялись на максимальном уровне. Несмотря на период пандемии, в Томере с сентября 2045 стажеров имели право на получение сертификатов. Директор учреждения Ахмед Гюзубул поблагодарил стажеров, которые выбрали это учреждение для преподавания турецкого языка и кто приехал на эти курсы из Джалабада, Оша, Каракола и Бишкека, чтобы выучить турецкий язык. Отметим, в городах Ош, Джалабад и Каракол, в том числе и в центре Бишкека, курсы турецкого образования проводятся в университетах, частными учреждениями и нашими единомышленниками из всех классов и профессий. Советник по образованию Харун Карджи и заместители директора Томер также участвовали в выдаче сертификатов. Стажеры поблагодарили Турцию, Томер и учителей за то, что они выучили турецкий язык за короткое время. Томердин сертификатын алдым. Бул жакта биз 2 ай окудук. 2 ай ичинде түрк культурасын үйрөндүк, түрк тилин үйрөндүк, түрк маданиятын үйрөндүк. Анан бирге ушул окуу жайда 2 ай окуп көптөгөн илимди алдык десек болот. Мугалимдер өтө сылык, өтө бийик деңгээлде сабак өтүшөт экен. Ушул жакта Томердин мугалимдик жааматына бардыгына чоң рахматымды айтам. Hangi kursu bitirdin? A, B, C mi? Мен 2 ayda A1 kursunu bitirdim. A1 kursunu bitirip 86 bal aldım. Devam edecek misin? Ova. Kaç yaşındasın? Okudun bir yerde? Мен Кыргыз мамлекеттик юридикалык академиясынын 4-курсунда окуйм. Бул жака мен досум аркылуу таап келдим. Ушул жерден түрк тилин үйрөтөт деп ушул жака келип 2 айдын ичинде A1 kursunu бүтүрүп сертификат алдым. Kutluklar mısın? Чоң рахмат. Siz emni aytasız. Март айынын аягынан баштап окуп баштагам. Апрель, май айы толук окудук. Курста түрк тилин биз аябай жакшы деңгээлде үйрөндүк деп айта алам. Мугалимдери иштеген бардык жааматтар аябай бизге сылык мамиледе кайрылышып, ошондой эле азыркы учурдагы эпидемиялык ситуацияга карабай бардык Online öğrendin yoksa pastane pasşat kıldın? Дайыма эле келип турдум, постоянно келип турдум. Кээде калтырып калгандагы күндөрүм болду, бирок түрк тилин үйрөнүү ага өтө кыйынга деле турган жок. Мугалимдердин айтуусу боюнча китептен дагы бир аз интернеттен дагы кошумча карап жаттым. Аябай жакшы үйрөндүк. Сертификатты мен A1 деңгээлиндеги боюнча алдым. Siz Kırgız tuğanlarımıza Türkçe emni aytasız? Kırgız tuğanlarıma bardığına aytat elem. Türkçe үйрөнгүлө деп айтат элем. Тил үйрөнүү менен биз башка өлкөлөрдүн, башка улуттардын маданиятын, салт санаасын, жанагы дагы көп нерселерди үйрөнсөк болот. Тил үйрөнүү менен биз достукту чындай алабыз. В течение 2 месяцев вы что получили? Мы получили большой опыт знакомиться на турецком, общаться, понимать уже на турецком. И в ближайшее время мы полетим в Турцию, чтобы укрепить знания свои. Ваша профессия какая? Я являюсь ведущим стилистом Кыргызстана. И для меня приезжать в Турцию в последнее время очень стало удобно, потому что я
отучился, и мне гораздо легче будет. Этот язык уже поможет. Язык поможет, да, потому что мы уже понимаем на 50%, но нужно его закрепить, и нам нужно съездить в Турцию, чтобы его закрепить. Так, наши телезрители ваши узнали, наверное. Вы у нас работник культуры, можно искусства, сказать, да? Так можно сказать. Я очень рада, что такая возможность у нас появилась. То, что я обучилась, хоть и мало, но мы, конечно же, продолжим. За эти 2 месяца мы научились многому, научились знакомиться, общаться, рассказывать про себя. И думаю, в скором времени мы тоже полетим в Турцию. Так, схожи наши традиции, обычаи, язык? Да, очень схожи, на самом деле. Было легко в этом плане. Все похоже. Еще раз, что хотел? Хотел бы сказать спасибо большое всей команде, учителям нашим. Спасибо большое, что за 2 месяца дали большой опыт. Да, нам на самом деле очень повезло с нашим учителем. Он у нас был такой позитивный, все очень легко объяснял. Я думаю, что с его помощью нам даже было легче всему обучаться. Спасибо вам большое. Мехмет Алибей. Bizim Türkçe öğrenim merkezinde burada ilgilerini öğrencilerimiz devam ettirsinler. Türkçe ilgilerini devam ettirsinler. İki ülke arasında. Хочу посоветовать тем, кто пришел на курсы турецкого, продолжать изучать этот язык. Изучение языка означает наведение мостов. Пусть наводят мосты дружбы между Кыргызстаном и Турцией. Если они выучат тонкости турецкого языка, у них не будет проблем с общением. Конечно, сегодня для нашего турецкого мира очень важны здоровые мосты. Поздравляем всех, кто получил сертификат. Пользуясь случаем, передаю привет всем нашим близким, знакомым и друзьям. Лучшее определение для лошади – конь человеку крылья. Лошадь – это всегда верный друг. Общение с лошадьми открывает много нового. Народная молва называла своего верного спутника коня крыльями человека. У кыргызов, живших вдали от морских путей, в горной местности лошади издревле были на особом положении. Даже устное эпическое творчество оставило свидетельство почитания человека фантастически сильных, выносливых и быстрых скакунов. Образы тулпаров в эпосе «Манас» как нельзя лучше отражают любовь и уважение кыргызского народа к этому благородному животному, другу и помощнику кочевого труженика. Көмөлдүргүн саласың, анан басым айырды, муну көмөлдүрүктү көп жерде баягы астынан салып келип тоолорго чыкканда артты көзбөй кетпеш үчүн көмөлдүрүк кармап турган. Пискенде кыска кармап, алдан карап турган колтуктап узатып коюш керек. Анан эми жакшы барыңыз деп. Мынакей жакшы баян Исламбай экебиз. Мына Кудай буйруса аксакалыбызды аткалдык, мынакей байсалы ачык болсун деп мынакей байкеге тилек кылабыз. Ошон үчүн кыргызда айткан ат адамдын канаты деп мынакей илгертеден бери жоогерчиликте көчмөн улуу калк болгондуктан мынакей ат менен гана биз жашоо тиричилигибиз өтүп келген. Чаап Кыргызстан. Кыргыздын жигити ат жалында дегенде. Мынакей кол чаап коюп чыгарасың мына. Есептелет. Илгери биздин ата бабалар ушундай жасалгалап куюшкан жасачу да. Бир токун жылып кетпешчи. Мындай. Атка алып кеткенде ягынан тартып бир токун чыгып кетпеш үчүн жасалган. Ай малы, ардын. Мына болсо бир токунун астына коюлат, тердик деп коет. Мындай ата бабалар. Колдончу да.
Burada. Buradan İslam'sın da? Mayza jasаш үшін. Mayza. İslam değil mi? Azamat bilgilerdi var. Askerler geçiyor. Dabılga. Tabılga mı? Zot. Baş giyim. Tabılga deyen söz mü? Tabılgasını bilmekten zot giyim de koydu bizde baş giyim. Bol çapla. Bunlar ayarladık. Evet. Ayarladık.
Вечно юный и красивый Чустский район Наманганской области Узбекистана имеет более 3000-летнюю историю. Чустский район, древнее название Туз, расположен на плоскости гор Чуст-Ворзик-Олмос, центр города Чуст. На сегодняшний день из существующих 70 малахинских комитетов 20 расположены в городе Чуст, а остальные 50 в 11 кишлаках. К 30-летию независимости Республики Узбекистан в районе ведутся и готовятся значительные предпраздничные работы. Так были организованы пресс-туры в город Чуст для представителей СМИ. Мы посетили известные достопримечательности, парковые зоны города и парк культуры и отдыха имени Мавлуно Лутфуло в Чустте. Мавлуно Лутфуло Чусти – это духовный лидер ордена Накшбандия, наставник жителей Чуста и его окрестностей. Относящийся к бронзовому веку и сохранившийся до наших дней памятник Бибиона находится в городе Чуст. На территории данного археологического памятника расположился древний целебный источник, известный как Бибиона Кайнар-Булок. В Чустте с 1887 года растет большая ива. Мавлана был одним из священных ученых, уделявших больше внимания экологическому здоровью. Сегодня сохранение этих ив означает здоровый образ жизни. В парке захоронен святой Мавлуно Лутфуло, который по преданию открыл источник святой воды. Воду эту обязательно пьет каждый посетитель парка. Также парковая зона известна своими платанами, которым более 150 лет.
Bir asra gel, Allah'ıma sana yaş keleyim.